هم جوج دات ده الله حق ورد هم حقوش دات صقم حاربين أصلا حد يكراسي ورد هم صوت أبوش الوقت مرن. Жители сельского поселения Ляжги Джейравского района постепенно приходят в себя после сильнейшего урагана, который разбушевался на минувшей неделе в ночь с пятницы на субботу. Шквалистый ветер обрушился на дома местных жителей, снося все на своем пути. Больше всего здесь пострадала семья Катиевых. Ветер был настолько сильный, что он не просто снес крышу ихнего сарая. Ураганный ветер буквально погнул бетонную стену. Еще бы чуть-чуть, и она бы рухнула, разрушив всю постройку. Муса Катиев живет в этом доме со своей семьей уже более полувека и вспоминает, что в последний раз такая непогода бушевала лет 20 назад. Но на этот раз ураган обрушился на их село с еще большей силой. Шквалистый ветер разрушил часть его пасеки, из-за чего погибло много пчел. Муса рассказывает, что пик стихии пришелся под утро, когда все еще спали. часть 8 даркас. Цохан хабубан мухам убежди хана жама хам гучат убеж. Да резко резко хатбош. Шуна балка хатботяш тади. Насот спендаш бахкар. Ураганный ветер также не обошел стороной и семью Хутиевых. Ибрагим вспоминает, что, выйдя во двор своего дома, он увидел, как ветер с легкостью снес крышу его сарая и опрокинул на пристройку рядом с его жилищем. По словам хозяина дома, сила ветра была просто невообразимой. Но местные жители не унывают и считают самым главным, что все остались живы и невредимы, а разрушенное жилье можно отстроить заново. Тем более, что сельчане все как один сплотились и всячески помогают друг другу в восстановлении разрушенного жилья. Максимальная скорость ветра в ту ночь достигала более 30 метров в секунду. Сотрудниками МРСК «Ингушэнерго» было зафиксировано около 40 обрывов линии электропередач. Также ветер снес один из куполов мечети в селении Альгетти. Его в скором времени обещают установить обратно на место. Всего от порывистого ветра пострадало около 80 домов в частном секторе. По частному сектору, так как режим чрезвычайной ситуации объявлен не был, в частном порядке, именно наиболее там, где дома пострадали, мы уже на второе же утро начали, именно где дома, кровли домов пострадали, начали оказывать помощь, она до сих пор оказывается. И уже конечные такие именно по дорогам, по газопроводам, то, что остатки там недоделок, вот это сегодня, вчера, и думаю, что до конца недели все это в районе закончится. Частично пострадали и социально значимые объекты. Председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев посетил Джейравскую среднюю школу и лично проверил ход восстановительных работ. Ураган, который пронесся над Джейравским районом, повредил кровлю здания школы общей площадью около 700 квадратных метров. На сегодняшний день работы ведутся, бригада работает. Я думаю, что к 3 числу, к приходу детей в школу, крыша будет восстановлена, и мы наладим учебный процесс. По предварительной оценке комиссии, созданной при администрации Джейравского района, общий ущерб составил более 5 миллионов рублей. Председатель правительства Руслан Гагиев поставил задачу продолжать работу по уточнению и окончательной оценке нанесенного ущерба для оказания соответствующей помощи, а также доложить о проделанной работе. Микаэл Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.